Это не мое дело, честно сказать. Это его личное дело и тех людей, кто слушает его. Мне интересен другой факт, почему Идрис Абадиев забыл упомянуть, что до этого конфликта делегация из Чечено-Ингушетии, чеченцев, поехала в Осетию и договорились с осетинами вернуть пригородный район на условии того, что, грубо говоря, остался бы за осетинами. Правый берег Владикавказа. Об этом вы имели право. Мы не оставим правый берег. Чеченская делегация реально была очень рада, что смогли договориться, потому что большая часть могли вернуться. Это еще во время ЧАССР. Договориться и можно было, и осетины согласились с этим. И осетины согласились. На ваши вопросы я отвечу чуть позже. Обязательно вы можете пока написать, оставить их в WhatsApp, а потом скопировать и отправить мне. Но об этом Идрис ни слова не говорит. Он говорит о том, что должны были отобрать. Первое. Второе. Мистер Дувах, ты можешь подождать чуть-чуть, чтобы ты просто-напросто не сотрясал воздух. Подожди. Пока я сейчас расскажу. А потом задашь вопрос, хорошо? Я отвечу на ваши вопросы, никаких проблем нету. В 1089 о том, что больно не должно быть тебе, Духуах. Больно тебе должно было, когда взрослый человек, Идрис Абадиев, сел и клеветал на твоих, так, если ты считаешь нас братьями, когда он клеветал на наш народ. Больно тебе должно было, когда Султыгов сел и клянется Аллахом. Он говорит, валлахи, что чеченцы не имеют отношения к дзурдзукам и кистинцам. Почему тебе не было больно в то время? Тебе не было больно в то время. Ты сидишь здесь, пишешь, говоришь, я оставлю номер, свяжись. Не я с тобой должен связываться. Если тебе интересно, оставайся, слушай и задай вопросы конкретно мне. Тебе должно было быть больно, когда старик ваш сидит, зачитывает книгу и говорит, вы участвовали, чеченцы виноваты в геноциде, точнее, где блогеры ваши скидывают и говорят, чеченцы виноваты в геноциде ингушей в осетино-ингушском конфликте. Тебе тогда должно было быть правду. Вот тогда должно было быть тебе правду обидно. Понимаешь? Вот это обидно. Я не занимаюсь фитной, я не говорю между народами. Я отвечаю конкретно провокаторам вашим. Ты видела эти видео? Все эти 3 видео после в директе мне оставь сообщение, я тебе отправлю. Послушай все эти 3 видео и тогда скажи, в чем я виноват.
То, что я отвечаю вашим людям. 1000 людей прослушали это. И подрастающее поколение останется в фитне, если будут думать, что это было на самом деле так. Вот что обидно. Если ты мусульманин, если ты справедлив, я тебе попросил дослушать, а потом уже задавать вопросы. И я тогда уже непосредственно, послушай меня, Абадиев связался лично со мной по этому вопросу. Век жизни, или как там тебя написано. Почему он сел и перед всеми сел и говорил, и никто не говорит, что лично скажи. Когда мирно договариваются, мы хотим отделиться, отделились. Митинги в Назране, мы хотим восстановления Ингушетии по 1934 год. Хорошо. Разве были какие-то претензии? Самый мирный расход между чеченцами и ингушами был между братьями. Никаких проблем с этим не было. Единственный вопрос, который оставался, это оставался вопрос по границе, который был заключен между Русланом Аушевым и Дудаевым Джахаром. Это все знают. Все прекрасно знают эти документы, временно, не временно. Потом в одностороннем порядке, по тому, что они не соответствуют интересам ингушей, от этого договора отказываются. Вы можете найти все это на моем канале, опубликованные они есть. Никаких проблем нету с этим. Разошлись. Я говорю, констатирую непосредственно по фактам. Никаких, все эти видео, все эти документы вы можете найти. Если я обманываю или нет, вы можете проверить. Я надеюсь, что я говорю то, что есть. Мы отвечаем человеку, который занимается фитной непосредственно. Кто бы это ни был из них. И эти видео сейчас, я не говорю за видео, которые были 5 лет тому назад. Я не говорю видео, которые были 10 лет тому назад, год тому назад. Нет. Мы занимались историей, занимались картами своей культуры, традициями. И дела не было до этого. Но раз люди до сих пор пишут и говорят об этом, и мне не хочется, чтобы клеветали на мой народ. Поскольку речь идет не о конкретных людях, речь идет, этот человек цитирует, говорит обо всех чеченцах он говорит. Это 80-я годовщина, это трагедия. Вместо того, чтобы сказать в этот трагичный день какие-то слова соболезнования, опять же, многие говорят, вот к 23-й годовщине, послушайте, последние 2-3 года мы публиковали, где даже депортацию начали говорить, депортация отдельно. Некоторые начали, на государственных телеканалах начали говорить, депортация только там ингушей и все. Так нельзя делать. Так не делается. Депортация чеченцев и ингушей это было. Но это некрасиво. И не надо говорить, что этим занимаются. Чеченцы же, вплоть до руководства, всегда говорили и говорят, и пишут везде. Чеченцы и ингуши нас депортировали. И это трагедия. Аухи, чеченцы, ингуши и так далее. Поэтому нельзя такие вещи говорить и делить народы. Потом этот человек говорит, что пока была трагедия у наших братьев в 92 году, якобы проводили концерты и праздники проводили, танцевали. Аллаху алям. Я не хочу приводить примеры, я не хочу показывать и приводить факты, которые вы и так знакомы. Потом этот человек, я сперва перечислю то, что сказал, и отвечу потом на эти вопросы.
Потом рассказывают о делегациях, которые ездили, которые приезжали в Чечню. Потом говорит, что ни одного патрона, ни одного оружия не дали. И кроме него, и старик этот вместе, это когда и геноцид, вот именно по 92 году. Там перечисляется проблема. Не дали ни одного оружия, ни одного патрона. Свою сестру во Владикавказе. В машине Урал он увидел добровольцев, братьев, которые приехали помогать. Факт. Руслан Аушев говорил, что в этом инциденте, для чего это было. Это вы можете послушать бывшего президента Республики Ингушетии, где он говорит, что это было специально сделано для того, чтобы начать войну. И руководство Чечни того периода не вели официально. Факт то, что приезжали, договаривались до конфликта со всеми соседями, кто бы ни приезжал, будь то с Абхазией, будь то с Грузией, разницы нету. Из Осетии, все делегации, которые приезжали, с ними заключались договора. Это не было договора конкретного, чтобы только вот насолить братьям ингушам. Факт. Если вы констатируете факты с книги Галазова, я этому старику, который писал об этом, на этой книге очень много чего написано. И что пригородный район никогда не был наших братьев Ингушетии. Об этом тоже в многих местах написано. И они говорят, что это их земля. Если вы верите этим словам, то должны верить и тем. Договоренности между руководством регионов были, какой бы республики ни было. Эти же договоренности были, и Руслан Аушев на выступлении на вашем съезде говорит, что претензий конкретно к проблеме нету. Он выступает в зале, кажется, я не помню, это какой год, но кажется, как раз таки это до строительства Магаса. Я к чему это говорю? К тому, что договоренности между соседями, потому что нужно дальше жить, были. Были они и у Дудаева были они и у Аушева, были они у Евкурова, Зязикова, у всех были. Факт, что концерты и праздники были, Шудук Дахаш. В Чечне, когда шла война, без малого 10, 15, 20 лет, и погибал наш народ, все равно делали лозеры. Во время депортации, когда были из родных домов высланы чеченцы и ингуши, они там, в Казахстане, делали лозеры, синкирмы. Факт. Во время войны делали лозеры. Факт. Когда беженцы жили в палаточном лагере, ставили машины, танцевали, делали лозеры. Ваша молодежь. Факт. Если мы будем говорить о концертах и таких вещах, когда шла инициатором Первой Чеченской войны, фактически был Борис Николаевич Ельцин, когда он приехал, салам, Борис Николаевич, факт. Об этих вещах, если говорить, их очень много. Помогать кто-то поехал, где-то лозер делали, возможно. Кто-то даже не узнал и кто-то не успел. Вы слышали выступление человека, который был в тот период, Мухаммада Хамбиева.
Многие даже не успели. Все закончилось за 2-3 дня. Трагедия, факт. Люди погибли, наши сестры, братья погибли. Факт. Помогали, не помогали, было ли это, не было ли это. Но о чем вы говорите? Факт и в том, как сказал Руслан Аушев, и многие знающие люди, все это было. Это трагедия. Но несмотря на это, прошло столько лет, взрослый человек, большой папахе в нашей родной, сидит и рассказывает, говорит, что мы должны были, и мы не сделали. И можно ли после этого назвать, после таких тяжелых моментов, можно ли назвать братьями и так далее и тому подобное. Видели ли мы осуждение этих вопросов? Я, по крайней мере, не видел. Вот первое выступление, где говорят и указывают, что в геноциде якобы виноваты и участвуют. И здесь второй вопрос. Концерт, выступление. Вы, наверное, не помните. Вы знаете, что есть точно такая же земельная проблема у наших братьев ауховцев. Ауховским районом. Это проблема. Они не могут вернуть название и так далее и тому подобное. А ситуация в Ауховском районе мы знаем. Его переименовали, сделали Новолакский. И 2 села еще остались в Казбековском районе. Зная всю эту боль и проблему, несмотря на это, какая-то часть поехала делать туда концерт. Были ли такие случаи? Факт ли это? Факт. Да, побратимы, там, братья и так далее и тому подобное. Ладно, это дело каждого. Каждый имеет право. Никто никого не укоряет за это. Мы, по крайней мере, не видим в этом ничего. Ну, сделали, сделали. Записать это, зафиксировать это. Как бы это ни было больно ауховцам, части нашего народа. Много моментов.
Сколько вам еще перечислить фактов? Видео, где говорили, отправляли лекарства раненым, где врачи выезжали помогать. Гостиницы, которые в Грозном были заполнены для оказания помощи. Много всяких вариантов и возможностей. Если бы я хотел бы, или вот как Духвах или Вах, как его там называют, если бы я хотел заниматься бы этой фитной или разделять нас, вы не представляете, сколько информации мне прислали и у меня была. Вы понятия не имеете даже. Но все это в прошлом. Это история, это прошлое. Я понимаю это все. Это сложно, это больно. Но сколько еще собираются люди эти говорить? Для чего это говорится? Зачем этот хайп нужен? На старости лет, к 80-й годовщине трагической даты, когда Нохчи и ингуши были депортированы. К этому времени закидывается вот этот ролик с этим стариком, который зачитывает там Галазова и так далее. Да, были заключены договоренности какие-то, что не будут вмешиваться. Возможно, они были подписаны. Не во время конфликта, не после конфликта. Упрекать друг друга – это участь, наверное, все-таки слабого человека. Мы не упрекаем. Факты есть, доказательства есть. По первой части вопроса, если у вас есть или то, что я не досказал, то, что я не договорил, или что-то не так, вы можете задать вопросы. Если я не прав. В чем я не прав? Вы считаете, что мы в тряпку должны молчать, как все 30 последних этих лет? Поэтому мы должны молчать. Сколько молчать нужно, чтобы на заклание оставлять братские отношения? Мы, говорит, всегда выясняли отношения, звонили лично с этим человеком. Почему ты лично не позвонишь? Он выступает как общественник на всю республику, обвиняя весь Нохчи народ. Мало того, что он написал книгу, 2 книги, ладно, в соавторстве с такими же, как он, людьми. И после всего этого вот с таким выпадом. Я не знаю. Мы уже от многих этих вещей отошли. Мы занимаемся историей. Но раз люди никак не могут угомониться и остановиться, будут лгать, приходится опровергать. И опровергать мы будем это. По крайней мере, я буду. То, что я знаю, рассказывать людям. Моим братьям, сестрам. Достойным ингушам и ингушкам. Ведь старшее поколение это все знает. Да адвита и жуап мало и мадитте. 2 книги, когда шла кровопролитная война. 2 книги. Одна брошюра, другая книга. С оскорблением не меня, а всего нашего народа. Ладно, я был неправ, я написал, был неправ, хорошо, он говорит, что все не так и так далее. По этой книге выступили достойные многие ингуши, сказали, что это фитна. Ладно, окей. Но сейчас-то зачем? Зачем сейчас это делать? Сейчас зачем опять говорить, что должны отобрать, обязаны и так далее и тому подобное? Этот вопрос был бы актуален, если бы в начале или
в 89 году или в 90-м году, в 92-м году, две республики остались бы вместе. Это было бы тогда актуально. Сколько раз приезжал? Вы можете в документах посмотреть. Руслан Аушев приезжал в Дудаеву. 2 съезда делали. И ни один Нохчи не сказал ничего. Хорошо. Хотите отдельно, давайте отдельно. Тот, кто хотя бы понимает что-то в политике, в политтехнологиях, вы должны понимать. Я еще раз говорю, встречи были в то время у руководства и со всеми почти что кавказскими регионами, и Закавказья, с Грузией, Гамсахурди, Звят Гамсахурди здесь жил, здесь был похоронен, потом провели репатриацию, отвезли и захоронили его дома. Первый президент Грузии, независимой Грузии. И с грузинами были, и с абхазами, и со всеми были отношения. А как строится вообще политика, вы не понимаете? Или вы думаете, что заранее можно знать о чем-то? Или предвидеть будущую войну? Примерно можно догадаться. Но и даже в этом плане, если он сдержал, и здесь он зачитывает историк, здесь, говорит, описывает этот автор этой газеты, что чеченцы сдержали слово и не поддержали и так далее. А как бы выглядело, если поддержали? Руслан же Аушев, посмотрите выступление своего президента, он же говорит, для чего это все было. Но несмотря на это, трагедия была и у нас. Были 2 войны. Погибло 300 тысяч человек без малого. Достойные братья, достойные сестры приняли, знаем, ни копейки не взяли, помогали, делились хлебом, солью, проживали, дал сидуар, дал духбахуальш. Дала Аллах дал шейн ду'ла хучхайнаха, юхк эхит буалюш. Они своим братьям помогли и сестрам помогли. Тот, кто это сделал. Тот, кто не сделал, и кечится делами тех, кто это сделал, сегодня орет больше всех и говорит, вот мы сделали, нас там предали, ты. Нет. И прекрасно знают, кто приехал, кто был здесь беженцем, кто отсюда уехал, знают. Достойные всегда останутся достойными, и братьями, и сестрами. Может быть, не стоило бы обращать внимание, если бы это завтра, послезавтра не аукнулось бы. А это аукнется, потому что молодое поколение не знает об этом. Многие сидят в интернете, они послушают и реально будут думать, что завтра, послезавтра, никогда братья, которые говорят на одном языке, не помогали друг другу, и всегда была эта ситуация. На Кавказе в тяжелое время всегда помогают друг другу, кто бы это ни был. Ну, в основном за справедливость. Если где-то сдержали свою какие-то и официальные новости описали, не помогли и так далее. А причем зачем тут весь народ говорить? То есть мы верим газетам, официальным документам, с одной стороны, а то, что простой люд помогал и делал, мы вычеркиваем. Но когда мы обратно говорим, что вот есть документы, вы говорите, мы это все неправда. Эти документы это Филькина грамота. У нас мы верим своим старикам. А что делать с этими стариками, это, которые такие вещи говорят? Когда мы, это документы, а когда ваши, вы верите своим старикам. Гацалов, Тарцаделев. Вот такая вот ситуация. В основе своей Мухаммад Хамбиев рассказывал о ситуации. О том, что сказали,
что было, кто поехал, кто вернулся. Участники событий того периода, которые живут в Европе, выходили на связь. Сейчас, к сожалению, его нет. Он рассказывал, что братья ездили, помогали, кто помогал. Кто погиб, кто не погиб, кто первый там погиб, не погиб. Какая разница? Первый погиб, последний погиб. Это все наши братья и сестры. От войн и трагедий мы должны извлечь урок, исторический урок. А тот, кто пытается изменить этот исторический урок, тот, кто пытается изменить историю, чтобы и в будущем мы конфликтовали, вот этот человек занимается фитной. Не я, который отвечает вашим фитнажерам. Какой бы они национальности ни были. Переходим ко второму вопросу. Если у вас есть вопросы, Ибрагим, с Ютуба, с других мест, вы можете отправить их. Переходим уже, это уже вторая, часть. Выступление человека, который клялся Всевышним Аллахом, что Дзурдзуки, он говорит, что открыт культурный центр, ладно, это личное дело. Можете открывать культурный центр, делать это не наше дело. Я надеялся, что в этой ситуации не затронут нас. И тут доходит весть и новость о том, что якобы воруют историю. Мне, конечно, это очень интересно и смешно. Я вам опубликовал последний пост, сейчас буквально. Постов было очень много. И вкратце затрону. Уже лет 5 Ваха Алиев, Батала Вахид Сурус Мартана, Ваха Алиев с Чечен Аула, коренные чеченцы, Нохчи, становятся пасквилем исторических баталий другой национальности. В честь Вахи Алиева коротко скажу, что Ваха Алиев, как я написал в посту, целый район переименовали. Ранее он был Старопромысловский, ныне он называется в честь имени Вахи Алиева. 17-летний парень, который написал письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину, после чего был разжалован, отправлен в депортацию в Сибирь и так далее. Коренной житель, представитель Нохчи народа. Вплоть до тейпа я расписал. К 80-й годовщине его опубликовали опять и сделали его уже, вы можете посмотреть мой предпоследний пост, вы увидите. То же самое с Баталом Вахидом из селения Тенгичу. Коренной чистокровный Нохчи из тейпа Гендергно. Последние эти 5-6 лет воюют и говорят, что Батала Вахид, оказывается, является тоже ингушом. Да разницы не было, если бы он был бы ингушом, честно сказать. Мы абсолютно за это не переживаем. Так. Так вот, отвечая человек взрослый, еще раз повторюсь, если не 70 лет приблизительно, он клянется именем Всевышнего Аллаха и говорит, что Дзурдзуки и Кистинцы это не Нохчи. И говорит, что культурный центр, которому мы должны все поддержать, помогать деньгами, перечислять, ищет историю для того, чтобы они могли остановить ложь и клевету
о том, что Нохчи говорят, что кисты это дзурдзуки. Кисты и дзурдзуки это ингуши на самом деле. И он говорит, никакого отношения не имеют. Говоря о карте Вахушти Багратионе, он клянется, что у них есть древние карты, и они работают. Но, наверное, Султыгов не знает, есть такая книга. Я уже промолчу про остальные книги, которые я уже публиковал. Могу сейчас прямо взять Аркадия Гольдштейна, где он четко описывает, даже он указывает, ссылаясь на кого, кем являются дзурдзуки и кем кистинцы. Есть книга, многотомная книга, называется «Хроника истории ингушского народа». Хроника истории ингушского народа. И там есть ссылки, где говорится: 3-2 века до нашей эры. Это ингушская книга. 3-2 века до нашей эры. Выступление дзурдзуков на стороне грузинского царя Парнаваза против господства Озона и Картли. И дальше пишет: дзурдзуки-чеченцы, ингуши на грузинском языке. Это книга, в котором упоминается, что дзурдзуки это такие же, то есть нохчи. Это ингушская книга. Дальше смотрим. Первое упоминание армянской географии 7 века. Это книга ингушская хроника. Это не чеченская. Я про чеченские, грузинские, армянские я молчу. Я говорю про сами ингушские книги. Упоминание армянской географии 7 века. О нации Широкатского. О широкатцы. О дзурдзуках, нахчиматянах, икустах, кистах, предков чеченцев и ингушей. Они ссылаются на ученых. Это ученые, и само собой. 1500, продолжаем дальше. 1563 год. Нахи и осетины сражались рука об руку в верховьях Терека с нашествием кабардинских князей и царских войск. Это тоже книга, называется «Хроника. История ингушского народа». Нужно ли вам еще зачитывать документы и говорить о том, что человек в возрасте поклялся Аллахом, хотя это не является. Я понимаю, что нужно, возможно, поддерживать ваши проекты, которые занимаются историей. Я понимаю. Это благое дело. Обложку показать могу. Вот обложка этой книги. Для каждого желающего. Минуточку. Книга «Башни в горах». Аркадий Гольдштейн. Понимаете, да, что он не может, никакого отношения не имеет к чеченцам. Имеется в виду, он не является чеченцем. Что же написано здесь? В Горную Ингушетию прибывают грузинские миссионеры. Здесь строятся христианские храмы. В грузинских аналах появляются упоминания о дзурдзуках и глигвах. В скобках. Дзурдзуки чеченцы, глигвы ингуши. Аркадий Гольдштейн, 205 страница. «Башни в горах». Книга. То же самое о кистинцах я и вообще говорить не хочу. Почему? Потому что я и публиковал, и публикую, и буду дальше публиковать материалов очень много. До сих пор
последние 200 лет в Панкийском ущелье, Ахметовский район, государства, республики Грузии проживают кистинцы, которые являются чистокровными нохчи. Выходили на связь, давали интервью. Недавно ныне покойный Далгеш Туэлксун, Далдей Алвали, Хасу Хангашвили рассказывал. Мы знаем о Джоколо, я вам рассказывал, Майстинском. Мы знаем о Дуиси Дишнинском, который основали. Один Омола основал селение, другой основал селение Дуиси. В Панкийском ущелье, где 99% и одна семья ингушская. Кистинцы носят свое название со времен, когда они переселились туда. И живут до сих пор там. И да, были попытки сказать, что вот во время войны там чеченцы, еще раз повторюсь, переехавших туда чеченцев во время Первой и Второй Чеченской войны не так уж много, единицы. И приняли их коренные, родственники, одна кровь, один народ. Панкийские нохчи, которых называют кистинцами. Этот вопрос задавали Мирабу Чухуа, Июни, когда ездил. И вся грузинская интеллигенция, все они прекрасно, сколько бы кто ни копал, не переиначить. Грузины называли и Нохчи, и Гала, Дзурдзуками, Кистинцами, Кистетией, Кистебией. Ныне называющийся хребет, андийский хребет, назывался когда-то Кистинским хребтом. Кистинцы горные, ближние, дальние. Я про каждого вам рассказывал, могу хоть во сне, хоть 3 часа ночи открыть вам страницу и показать, где это указано. И после этого этот человек, взрослый человек, кто-то его посадил, и кто-то ему сказал, выступи. И он клевещет и клянется именем Всевышнего Аллаха, что Нохчи не имеет отношения, и что якобы мы воруем историю. Все это приходит к чему? К тому, что мы всегда в эфире говорили на протяжении 5 лет. От того, что вы просто рассказываем, мы, ничего не меняется. Нужно написать и положить. 10, 100, 50, 250, 300 лет пройдет. Сколько Земля существует, книги, научные издания будут существовать. И люди будут ссылаться на них. Да, возможно, в будущем, я не знаю. Возможно, многие будут ссылаться на интернет. Google Шейху, Google Википедии. Однако научный мир ссылается на документы и книги. В других местах это постыдно приписывать чужое к себе. Наверное, если не ошибается, если не опровергнут. Мир давно отошел от этого, как говорится, от этой проблемы. Вполне возможно. И только на Кавказе мы до сих пор ковыряемся, ищем, пытаемся на этом маленьком клочке земли, пытаемся доказать, кто из нас важнее и о ком писали. Древнее, важнее, чистоте крови и так далее и тому подобное. Возможно, и не было бы нужды в этом. Возможно, не было бы нужды. Но ты поднимаешь, да, книги, которые написаны в советские времена, более новые книги. Ты понимаешь, что за эти последние 20-30 лет, пока шла война, пока погибали люди, многие не теряли времени. Писали, добывали деньги, каким бы ни было. И не считалось это позорным и постыдным. Выпрашивает он, продал он водку, спирт, 1000 людей травил из этих денег, написал он книгу. Без разницы, своровал, украл, рэкет сделал, что. Но они написали книгу за счет этих денег. Или отдавали, как некоторые, $15 000, брали авторство на себя, писали туда свое имя и публиковали.
причем оскорбляя всех и вся вокруг. Вы понимаете, а завтра это становится научной методичкой для подрастающего поколения. Привыкли, что все молчат и всегда должны, так и должно быть. Все должны молчать. Привыкли, что мы молчим, а остальные все пишут. А сейчас вдруг появились и блогеры появились, и историки. Вы знаете, в этот год Нохчийчьо объявлен годом истории. Я надеюсь, конечно же, я знаю, что многие истеблишмент считают, что вот их научные работы это важно, а блогерская деятельность или история, или ребята, которых не так-то уж и много занимаются историей, публикуют, относятся к этому как-то поверхностно. Но я хочу вам сказать, эти ребята, в том числе и ваш покорный брат, оставил тысячи и тысячи ссылок с хэштегами Нохчийчьо, DZURDZUKI, Кистинцы, публикуя материалы с книг ученых, достойных ученых, которые написали правду о нашем народе. Хороших, опровергающих ложь и клевету на наш народ. Идет ли атака? Валлахи, биллахи, таллахи. Атака идет и на историю, и на культуру, кухню, адаты, башенные комплексы. На все идет атака. Малейшее послабление, вот ты думаешь, ну вроде все, остепенились, все, оставляем, люди живут как жили, зарабатывают на хлеб, занимаются наукой, больше никто никого не трогает, бах, не проходит время, и появляются вот такие вот люди, которые, ладно, посягательство на историю, но даже занимаются разжиганием межнациональной розни. Фитнес занимаются. Внутри сепаратизмом пытаются. То есть раскол чеченского нохчи народа пытаются вести извне. Это проходит и до сих пор это существует. Кто это делает, как это делает, все вы наглядно видите, можете увидеть это в эфирах, когда мы рассказываем. Когда делят наш народ, чеберлоевцев, биноевцев, чунгуроевцев, белготоевцев, других называют частью этого народа, других называют частью своего народа, третьих приписывают там к монголоидной расе. Хотя настолько тупые люди не понимают, что монголоидная раса, какой она была в данной ситуации, нагайцы, какие они были в 15 веке, такие они в 21 веке, так и остались. И ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. Хорошие, простые отношения у нашего народа были и есть и с грузинами, и с нагайцами, со всеми соседями. Я пересмотрел хронику 90-х годов. Выступление Звияда Гамсахурдия. Как его вытащили с Армении. Какие усилия были приложены с чеченцами. Как в самые тяжелые времена для Грузии отправлялись самолеты, медикаменты, нужные отправлялись в Грузию. Это зафиксировано, и достойные грузины об этом помнят. Нагайцев никогда никто не ущемлял. Мечети им строят, культурные центры им открывают. И говорят, учите свой родной язык, показывайте свою культуру. Никаких проблем нет. Такое же отношение к кумыкам. Такое же отношение, хоть и немного, к аварцам Сюли, которые здесь есть, там в Кинхи. Говорите на своем языке. Никто вас не заставляет изучать или говорить на чеченском языке. Никто. Ну, люди добровольно, потому что взаимообщаются, учат.
И ты не знаешь, он сюли не знаешь, он нохчи не знаешь. Почему он с тобой чистокровно говорит на чеченском языке, а там оказывается, что он сюли. Но он проживает здесь-то. Последние, там, со времен имама Шамиля переселились некоторые люди. Они знают, что они сюли, что они есть. И отсюда. Иштигец. Яц, бях мобилыш. Хажа из Меги. Меги це нажал. Мегши? Вот. Поэтому никто никого ассимилировать или делать кем-то другой национальности не хочет. Тем более нохчи. Хоть 200, хоть 300, хоть 1000 лет пройдет, мы прекрасно знаем, кто есть кто, где кто живет. Да, есть и среди нас и люди, которые приписывают, и я опубликовал буквально недавно фейк о том, что не нужно к нам приписывать того, что мы не делали. Это я говорю представителям непосредственно нашим. Потому что фантазировать, мне там рассказали, ты начинаешь спрашивать у этих людей, где ты слышал, от кого ты слышал, можешь назвать его данные, я зафиксирую. Фиксация, публикация, факты, это все необходимо, это важно и нужно. А иначе 21 век, 2024 год, Ваха Алиев, Батала Вахид и многие-многие другие. Вот у меня лежит новость, буквально, официально опубликовали. Нохчи Къам. Его где-то продают Сейчас я вам зачитаю даже. Если он у меня сохранился. Сохранился, я его для публикации оставил. Потому что мне самому стало смешно это. Сейчас. Так. Сейчас. Дайте мне минутку. Так. Вот. Чеченская халва. Во все времена, я вам назову, называется канал Сагалгайче, называется канал. Нравится 163 лайка. И написано, во все времена эта халва из муки, сахара, сливочного масла была ингушской. Восклицательный. Вот прям не мется всяким приписать себе все ингушское, начиная от халвы и заканчивая историей и территорией. Нам же необходимо более широко и публично пропагандировать свое наследие, понимая, что уж больно много развелось в последнее время охотливых на чужое. Шайдейл дошло двух. Вот. Гарю и пост. Нохчи халду, тут я чеченская халва. Попал на рынок туда, купили. И сейчас оказалось, что эта халва во все времена была не наша. Это смешно, да, я знаю, что это смешно. Вроде бы смешно. И еда, и музыкальные инструменты, и башни, и территория. Начиная от халвы, заканчивая территорией, он сам говорит, прихватывает всякие, ну раз там написано чеченская халва, всякие это кто? Чеченцы же? Я плохой, я нацик, потому что я это говорю. Потому что я говорю, не нужно распространять эту ложь. Оставьте историю, оставьте территорию, оставьте книгу. Почему? Потому что мы два отдельных субъекта.
Мы не одна республика. И речь раз заходит о территории. Этот человек, ну, поскольку я понимаю, что многие могут не понимать речи Султыкова, он говорит, Сереждина, он говорит, Кадыров уйдет. И придет время, мы сядем и вернем, и будем говорить о территориях. С достойными, чтобы вернуть наши земли обратно. А при чем тут Кадыров? Много было президентов и всех остальных, и в советское время, и до советское время эта территория была всегда и остается чеченской. Ведь это говорит не только он. Когда мы публиковали посты о дорогах в Горной Чечне, шейх Бузуртанов говорит, они строят нам дороги, все, пускай строят, ДРСХЛ, мы в свое время это отберем. Это взрослые люди. Они мне в дедушки годятся. Зачем это все? Этот же Сереждин приезжал, вместе с Албагачиевым Муса приезжал, и им показывали документы и все остальное. Причем ссылаясь на их же исторические книги, ссылаясь и так далее. Вы смотрели это 5-часовую встречу, есть в интернете, любой человек может посмотреть. Я не поленился, я посмотрел. Уйдет, придет, он останется, другой останется, кто... Все когда-нибудь состарятся, умрут. Меняется, но неизменным остается чувство достоинства, справедливости. И эта территория как была, так и осталась. Когда я опубликовал на ютубе, один человек написал, это неправда, что у вас была война в 2009 году. И есть выступление руководства, где написано, что доступа даже к ЕГРН нормального в 2009 году, поскольку там проходили контртеррористические операции, не было в этих местах. Есть. И в эти места там никто не живет, как они перешли и как их прописали. Даже если по предыдущего главы, если говорить, он говорит, даже если чеченцы забыли и не знали этого, мы должны были сказать, вы оставили, это было ваше. Но вместо этого взяли, вернули. Вот с такими высказываниями, с такими вот разговорами, с такими людьми преклонного возраста, которые сегодня, завтра, даже я не знаю, проснусь ли я завтра, какое оставляем мы наследие для своих потомков. Нужно ли это нам? И многие, нам нужно 2 метра, гори, ложи. Если вы за каких 2 метрах вы говорите? Между собой 2 брата за кусок участка земли здесь есть места, где воевали, убивали. И это не сейчас, и это с древних времен. Почему произошла реконкиста? Почему начали отбирать эти земли, прогонять беков, этих мурз всяких, нуцалов, хоцалов, шамхалов? Начали прогонять с плоскостных территорий, возвращая свои земли. Из-за нехватки территории. Возвращать свое обратно. Потому что всех вместить горы не могут. Сегодня вся, еще раз повторюсь, сегодня вся горная часть Чечни, на всей территории горной части мы с вами
говорили об этом. Все горные части Чечни, если проживающих людей там взять, в горной части, их нету даже 100 тысяч. Остальные живут на плоскости. Или в предгорье, или в плоскостной территории. Имеют ли право сегодня, и можем ли мы говорить об этом? Нас связывает и укрепляет вера во Всевышнего Аллаха. Альхамдулилля, да, мы мусульмане. Да, это так. Так и должно быть. Но мы мусульмане, и мы нохчи. И мы должны беречь свое культурное наследие. Мы должны беречь свою родину, культуру, язык, традиции и все вместе. Я не знаю, честно сказать, на каком языке и как еще нужно говорить, чтобы дошло. И сейчас я готов я знаю это, Кавказмир. Никто не смог обосновать. Начали говорить о суде. Конституционный суд доказал правду. Верховный Конституционный суд. Начали говорить о шариате. Поехали на этот спорный участок представители и руководства, и муфтията, и старейшины поехали. Там были и у Орстхой непосредственно те, кому принадлежат эти земли. Все это было. Шариат нет, государственная власть нет, другого нет, документов нет. Тогда что, о чем говорить? Основываясь на каких-то сплетнях, догадках и слухах? Так мы должны и дальше жить. Работа историков, историческое направление, конечно же, многие могут сказать, пройдет 5 лет, 10 лет, это поменялось, то не поменялось. Послушайте, прошло 5 лет, 10 лет пройдет, если эти люди не перестают. Любые, все, кто занимается ложью, фитной, недостоверной информацией, публикацией, которые занимаются. Если эти люди не перестают и делают эту работу снова и снова, вновь и вновь, каковы должны быть, вот сейчас я хочу услышать от вас комментарий, каковы должны быть наши действия? Выступление Мухаммада, Болгучего Шамиля и так далее, по этим вопросам. Я вам зачитал по элементарно простой даже по книге. Взрослый человек клянется Аллахом и говорит, что Дзурдзуки и Кистинцы не имеют никакого отношения к ночи. Что якобы у него есть карта. Но Муса Зурабов тоже клялся и говорил, что у него есть карта, что докажет. Но все же вы приезжали сюда. Вам показывали карты, документы, томами лежат они здесь. И что еще нужно вам сделать, показать, доказать? Да, конечно, руководство или какие-то высокопоставленные чиновники вновь и вновь говорить вам об этом не будут. И всем зрителям, которые меня сейчас слушают, я хочу, чтобы вы тоже понимали. Возможно, это им и не нужно. Они один раз показали, положили закон, указали. Все. Здесь есть правда, здесь, где есть правда, где ложь, все видно. Но мы на своем уровне, гражданское общество, должны понимать, к чему это может привести.
И зачем это делается? Для чего это делается? Это 23 февраля, это трагическая дата для нашего народа. И мы везде говорим, что нас, наших братьев ингушей, депортировали. Сколько людей погибло, огромное количество. И что... Башлам, может, Султыгов по указу царя. Я не знаю, по какому указу. Я еще раз повторюсь. То, что он делает и говорит, что нужно поддержать, там, помочь деньгами, чтобы культурный центр в Грузии развивался, вы понимаете, вы должны понимать, как подводится. Для того, чтобы опровергнуть чеченцев, этот культурный центр работает в Грузии, и ему нужно помогать, чтобы они могли доказать, что Нохчи и Алла не один народ, и что это отдельная история, что чеченцы, оказывается, воруют у них историю. И для этого нужно поддержать. Какие благие дела. Ну, строишь ты культурный центр, строй, альхамдулилля, дай Аллах, чтобы у вас все хорошо было. Пускай он развивается. Помогайте деньгами. Никто, в Чечне нету до этого дела никому. Ну, клясться именем Аллаха, говорить, что дзурдзуки и кистинцы, так грузины называли наших предков, говорят только о них, а чеченцы это воруют, и чтобы это опровергнуть и показать карты этому культурному центру нужно... Мотивация каким должна быть? Это насколько изощренный должен быть человек, чтобы такие вещи говорить? Это то же самое, если бы я говорил, присылайте мне деньги, я буду делать все, чтобы обвинять всех соседей во всех грехах, а на самом деле до истории мне дела нету. Меня же, ваши же люди писали, упрекали в том, что там, если мне чуть-чуть кто-то задонатит, о, ты живешь за счет этого. Так вот вам пример. Вот вам пример. Молодое поколение, более такое среднего возраста поколение, и там, и здесь со всеми я общаюсь, и вроде бы все нормально с друг другом говорят, общаются, поддерживают родственные отношения. Взрослые люди накануне трагической даты. Один садится, рассказывает и говорит, обвиняет нас чуть ли там, что мы не братья, потому что не помогли ничем, обязаны были это сделать. То есть он разжигает, мало того, что есть какие-то, есть конкретные напряженные взаимоотношения между осетинами и ингушами, он говорит, и чеченцы должны были в этом участвовать. Я не знаю. И все должны молчать, и все должны это скушать. Так, что ли, получается? И я хочу от вас услышать, пока пишут эти вещи, пока публикуют эти ролики, каковы должны быть действия тех людей, кому не безразлично это. Я хочу услышать от вас, напишите, скажите. Может, это не нужно никому? Ладно, халва оставим, инструменты тоже оставим, музыку уже тоже начали переначивать, ва алейкум салам, начали переначивать, говорить, что истанги, я вам показывал книги, чеченец, потомок мухаджиров, который живет в Турции, собрал, я вам книгу показывал в прошлом, собрал книгу, взяли у него, слезали, написали, что это, оказывается, перевели и сказали, что это якобы только их истанги. Но ученые все говорят, что истанги и вообще делать эти истанги, кто делал, развитие было в восточной части Чечни. И что на западной части ее фактически как таковой не было. Я не удивлюсь, если завтра появится
где будут говорить, что мечи делали только у них. Потому что Руслан уже заявлял, да, что щиты, оказывается, с кожей были только у них. Однако в Иордании, в Сирии, в Турции потомки мухаджиров, которые забрали с собой щиты, мечи, нохчи народа есть. И причем они нохчи. Я не знаю. Да, возможно, это был 19 век, но они сохранили, с собой увезли это, чтобы сохранить для своих потомков историю. Вот такая ситуация. Да, есть очень много минусов. Да, есть болезненные точки, которые бы, может быть, если говорить, можно было бы на этом хайпануться. И я не пытаюсь хайповать. И мне очень больно, что достойные братья и сестры в данной ситуации молчат. Ну, кроме Шамиля. Молчат. Молчат, когда обвиняют. Молчат, когда оскорбляют. Но очень сильно возмущаются и делают врагом всего человечества меня, когда я говорю, ну, зачем вы пишете, что чеченская халва испокон веков была ваша? Или инструмент чеченский, он же вот у нас. В 19-18 веке до сих пор сохранились, что это даже входит в состав религиозного обряда. Зачем вы берете, говорите, создаете, говорите, что какой-то грузин или абхаз воссоздал этот инструмент древний? Да он и есть давно. Его и воссоздавать не нужно. И от него никто не отказывался. В религиозных обрядах у чеченцев ее использовали. Единственное, что я не оспаривал с древними колокольчиками, я это не оспаривал. Я не знаю, у нас не было древних колокольчиков, насколько я знаю. Может и были. У вас Курхарс, у нас Чугул. Этого не было раньше. Да как не было-то? Советского периода археологи нашли в Веденском районе, на Жиртовском районе. Найденные, есть, зафиксированы, нарисованные. Все документы советского периода в Москве, в других местах, они сохранены. Стройте хоть 10 культурных центров в Грузии, 10 в Армении, ничего не изменится. За 17 век общая культура и история. Потому что не было других народов. Был один народ и разные общества, который говорил на одном языке. Вот и все. Зачем настраивать, зачем говорить, что вы грузинам это сделали, вы грузинам то сделали. Мы прекрасно знаем, что, как и кто помогал, не помогал грузинам или нет. Посидел, клеветал и сказки рассказывал. И других, и других. Когда сами даже не делают, то через кого-то пытаются рассказывать какие-то сказки. О 18 тысячах убитых. Поехал в свою Чечню отдыхать. Другой старый маразматик сидит и рассказывает, что Ермолов, оказывается, строил великолепные мечети для Чечни. Интересно, где эти мечети, построенные Ермоловым? Насколько я знаю, того периода они даже к религии ислам-то относились негативно. Тот же Ермолов. Так что я не знаю. Я хотел от вас услышать. Дагестанцы нужны воры чеченской земли. Вот шакалы Чечня, это сила, Кавказ, спокон веков, предки Урарту. Закройте рты, вас нету истории, вы сами неизвестно откуда. Софику, как всегда, грузинская воительница, оставила свой комментарий. Мы уже идем потихоньку
находим очень много интересного, важного, публикуем по мере возможности. Не отвлекаясь, конечно, на разные перипетии. Я ни у кого ничего не ворую. Мне это не нужно, мне, в принципе, достаточно и своей истории, если вы хотите знать правду. Правда, она одна. Кому-то может не нравиться. Да, есть большие прорехи в нашей истории. Есть большие проблемы. Но они решаются с каждым днем все больше и больше. Больше людей начали интересоваться своей историей. Вот в этом году я опубликовал, для меня это была хорошая новость, что каждый тейп должен восстановить свои башенные комплексы тейповые, что должны их держать в чистоте, опрятности. На самом деле это золотой кластер для нашего народа. Вы не представляете, какую силу они имеют. У нас такое огромное количество башенных комплексов в горах, которые нужно чуть-чуть там, где подтянуть, где подреставрировать, очистить. Вокруг, если начнут очищать, если начнут эту землю поднимать, огромное количество. Я на 1000000% уверен, мы найдем столько, потому что со времен царской России, двух этих войн, ракетами уничтожались башенные комплексы, что-то раскидало. Все это, если потихоньку люди начнут очищать, возрождать, очень много чего можно найти. Очень чего. Я надеюсь, что мы придем к тому, что свои исторические артефакты, экономическое положение, когда будет лучше, мы, все, кто найдены какие-то исторические артефакты, наши музеи будут скупать у своих же, чтобы они не продавали их на черных рынках. Как что-то придумают, какой-то механизм, чтобы это не уходило за пределы. Очень, даже мне, я, насколько знаю, выходили в директ, находили бронзового периода вещи на нашей территории. Аланского периода находили золотые с рубинами. Мне присылали фотографии. Спрашивали, какого периода, видел ли ты, за сколько, что, к чему. Есть награды, которые чеченские воины получали от имама Шамиля в личных коллекциях некоторых богатых людей, которые тоже не хотят их отдавать или не хотят делиться. Поэтому, возможно, многие вещи будут изменены в лучшую сторону. Все меняется. Есть, я опять же прошу не путать, есть какие-то башенные комплексы, которых трогать нельзя, это культурное наследие. Но есть те, которых, их очень много, настолько много, то, что их восстанавливать, я вам называл, что многие тейпы восстановили. Гендергнуай, Нашхуай, Вилхуай, Чарамхуай, Алруай, Бенуай, Куршлуай, Саттуай, Хаккуай, Варандуай, Тумсуай, Ченти, Дишни Междик Тадинду, Междик Штук Метхетина, Даха, Галай Междик Метхуатин, Дишни Междик Метхуатин, Лон Акки Междик Метхуатин, Байнша Юцерт, Шадик, все это нужно восстанавливать, возрождать и очищать. И сегодня люди, которые так сильно редеют и болеют за это, могут это сделать. А какие красоты есть майста, мялхиста, это просто не передать. Мялхиста это вообще красота. Мялхи мох, мялхиста элбайниш, солнечный захоронениш, это майста аеш, хильдияр аеш, и тонхал аеш. Это настолько красиво. Галанчужа. Это
Столько можно еще найти, очистить, возродить. У многих народов даже и половина часть. Вы посмотрите в Греции. Многие амфитеатры, многие города, просто они руины отреставрировали, подсветку сделали, все. Туристы тысячами со всего мира едут туда смотреть. Что мешает нам это сделать? А мешает нам разговоры некоторых. Вот сейчас новостройки наделают, не просит никто вас делать новоделы. Никто не просит. Очистить, дорогу проложить, подвести. Посмотрите Пешхой, посмотрите Ялхой, посмотрите по всем технологиям, как было, высота, окно, все до миллиметра посмотрели, восстановили, возродили. Это имеет важное значение. Не только, еще раз повторюсь, в горной части Чечни проживает от 100 до 150 тысяч человек на нашей родине. Остальные 1 300 000, 1 400 000, из них без малого 1 миллион человек, может быть, и никогда не видели наших башен. Живут на плоскостной территории, и ладно. Ладно, раньше была война, раньше трудно было, дорог не было. Сейчас-то есть внутренний туризм, нужно развивать. Если каждый сделает фотографию, если каждый очистит, подъезд подготовит, сделает там, не знаю, у кого петроглифы, у кого что, это все нужно. Хотя бы, я не прошу пофамильно, хотя бы тейпово. Целый тейп может сорганизовать, сделать, показать. Он Ламахе восстановили свою мечеть. Как же они далеко это, причем по всем технологиям, как было это. Да, съеду отцу, Нохчи выживший. Нижлай 19 века. Белхтуай 16 века. Мечеть. Это же не маленькие тейпы. Вон Памтуай нашли, где у них был башенный комплекс. Я жду, не дождусь, когда Памтуай восстановит свой башенный комплекс. А это все и Варандуай, и Памтуай, и Хаккуай, и Сеттуай, и Гаттуай, все коренные чисто Нохчи тейпы. Но историю свою нужно беречь. Что мы оставим своим детям? Да, когда-то были, здесь когда была крепость, шатой разворовали, там, это было, ладно, это было. Это царская Россия, и имам Шамиль, и остальные разрушили, и Тамерлан уничтожили, это понятно. Ну камни-то остались, места, где это было, осталось. На некоторых местах есть еще в 19 веке фотографии, рисунки, где это было, осталось. Это важно. Это на самом деле, это золото и кладезь. Для туристического, вот на Кавказе, для туристического, для туризма и развития туризма, горы это наше все. Это наша колыбель. Хотя есть некоторые, которые утверждают, что мы там с равнины вверх, и так, но это вот как бы из области фантастики. Вот. На равнине как, появление народа на равнине, это те, кто живет и был, значит, он является Нохчи. Насколько я знаю. Нохчи из гор. Вот такая ситуация. Так, нас сегодня поддержали 2 человека. Айса Гудермесский поддержал и Адлан. Адлан поддержал. 2 человека задонатили. Им огромная баркала, дейрес хейл. Значит,
хоть кому-то понравилось, кто-то поддержал, и это радует. ДРС хылшущин да духуахуан. Неважно сколько, неважно как, но вы поддерживаете канал, за что вам огромное баркалла. Задавайте вопросы, я отвечу на ваши вопросы. Хотел услышать, если у вас есть такие, конечно же. Что я неправильно сделал, что вы считаете. Я еще раз повторюсь. У меня нету никаких претензий. Если Бимбулат Богатырев говорит, что они насильно присоединены, будь проклят Сталин, который это сделал. Мы должны говорить, что Сталин нас решил этого, потому что не нужно было бы в 2018 году нашему руководству по-братски ради мира между нами оставлять спорные территории. Сунжинские и часть Малгобекского района. Так говорит история. Если мы были насильно присоединены, я так считаю. По словам Бимбулата Богатырева, он говорит насильно. Значит, на то у него были основания. Лучше бы Сталин этого не делал. Лучше бы он не делал. Возможно, если бы он этого не сделал, возможно, все было бы иначе. Да, и еще, я вас прошу, не надо вот эти вот сказки, байки рассказывать. Особенно некоторым сюли, которые начинают нам рассказывать про Каргалиновский, часть Шилковского района, часть Наурского района и так далее и тому подобное. Не надо эти сказки, байки рассказывать. Чеберлоевский, ныне несуществующий, Шароевский, Галанчожский, Итумкалинский, Шатойский. Районы категорически после возвращения в депортацию запрещено было селиться чеченцам. Раз. Запрещено было селиться в городе Грозном. Два. Из-за малоземелья части земель Грозненской области были отданы чеченцам, которым негде было жить. Поэтому в Наурском, Шилковском районе проживают шаройцы, чеберлоевцы, нажуиртовцы и так далее. Проживают нохчи. Тех, кого не пустили, те и поселились на этих землях. Не нужно рассказывать сказки, что взамен Ауховского района или взамен пригородного района были даны эти два района. Никогда нет ни одного документа. И не было, и не может быть. В Грозный даже было запрещено. Был бунт, которым запрещалось. Не хотели, чтобы чеченцы селились в городе Грозном, в своей столице. Это после возвращения с депортации в 1957 году. Документы есть, факты есть. Нам выдумывать, придумывать не надо. Что касается Сюли, то им бы вообще нужно молчать. Посмотрите Терскую область, и до Терской области Дагестан никогда не выходил за область Сулака. Правый берег Сулака был за ними, левый берег Терская область в основе своей. Вы можете посмотреть, документы на то есть. От того, что Султыгов говорит, от того, что Абадиев говорит, и этот старый, я не знаю, как его фамилия даже, не знаю, живой он сейчас или нет, от того, что они говорят, что нас не звали дзурдзуками, что нас не звали кистинцами, что и так далее и тому подобное, Бяхмабилыш. От этого ничего не меняется. Нохчи как шли, так и будут идти дальше до Аллаха. И нет разницы, кто бы ни был. Главное, наше дело довести до всех максимально, воспитать в каждом из наших потомков патриотизм. Да, может многим покажется смешно, что сегодня
халва, оказывается, не чеченская, инструменты не